Так, ну что, включение из Ялты Интурист. Сейчас пойдем на чайку обедать. Холодно, где-то +7 сейчас. Вот такая красота сегодня. Четверг. Попил кофейка с эклерами. И теперь чуть пройдемся до ресторана «Чайка» на пляже. Сейчас посмотрим, вот тут же пишут температуру. Ну, думаю, где-то 7 сейчас. Было 8, сейчас, думаю, 7. Погляди, о, 5 даже, обалдеть. Ну, холодно даже чувствуется, блин. 5 градусов. Капец. Ну, пошли не спеша, прогулочным шагом. Парк-памятник садово-паркового искусства Массандровский. Сегодня моросня, блин, с утра моросит. Ну, завтра без дождя и послезавтра, но зато холодина. +2, +3 на завтра, послезавтра. Но это ненадолго. Потом там через, да, вот сейчас 2-3 дня будет такая вот температура +2, +3. А потом опять +10, +8, +10. Так что как-то так вот с температурой на зимой в декабре. А было вот пару, ну сколько, дня 4 назад или 3 назад было вообще +15 в декабре. Так что офис продаж, застройщик, продуктовый магазин открыли, нифига себе, прикольно, прям рядом с Интуристом, с вот этой гостиницей. Ветра почти нету. Хорошо. Закат намечается. Красивый закат. На парковке машин много. Это все, наверное, в Ялту в Интурист поприезжали. Но с учетом того, что у них номеров сколько там, около 1000 номеров или сколько, я уже даже не помню. Ну что-то около, да, около 1000, может даже 1000 с копейками номеров, то как бы это еще машин так. Ну, декабрь как бы, да, для
декабря это вообще нормально. То есть люди приезжают в Ялту и зимой, и осенью, и весной, и летом, то есть круглый год. Ну, понятно, что не на неделю там, не на 2 недели там. Так, наверное, приезжают на дня 3-4 и назад. Но все равно, я думаю, есть такие, которые любители отдохнуть зимой около 7 дней. У кого бизнес свой, там могут спокойно сесть и поехать на недельку другую, если есть кому оставить. Так что как-то так. Ну, идем, в общем, на пляж. Да, сейчас вот будем спускаться по ступеням. Хочу купить этот DJI Osmo Mobile 6. Последний, который вышел. Там он только работает от программы DJI как-то мини, чи моно, чи как-то там название такое. А его в App Store не так просто еще и скачать. Там надо или страну менять в App Store, или что-то там еще какие-то махинации делать. Вот, смотрел, заходил в магазины. Ну, это, в общем, этот стабилизатор, как типа штатив ручной. Чтоб вот так я иду, снимаю и прям вообще плавно все. Ну, как на велосипеде. Вот с GoPro едешь, и оно все плавненько так плывет вообще без колебаний, без ничего. Чистая съемка вообще. Без шатаний, без колебаний. Сейчас вот даже в GoPro последний 13 там стабилизация вообще там высший уровень. Ну, в последних этих экшен камерах DJI 5 тоже там стабилизация офигительная. Ну и на телефоне, да, вот так то идешь, снимаешь с руки или с обычной палки. А это придумали вот ручные такие стабилизаторы для телефонов. Идешь и плавно все видео. Так, ну вот, в общем, и как, короче, по магазинам смотрел, там в ДНС, там еще в других 16, 17, 18 тысяч. Это этот, который DJI. На Озоне там есть, но на Озоне тоже цены там разные. Ну вот. Так, что тут у нас? Тут у нас все закрыто. Куда-то люди еще ходят туда. А куда они ходят туда? Может пройтись? А ничего там делать. Думаю, там делать нечего. Пойдем уже сюда. Ну, хотя гуляют в ту сторону я еще ни разу не ходил. Что там? Да, все закрыто. Жареная барабулька. Черноморская креветка. Вот такая сегодня погодка. 12 декабря. Да, плюс 5, холодина. Ух, какие тучи офигительные. Хо-хо-хо. Обалдеть. Красотище. Да, ветер еще паршивый такой. Возле моря вообще дубак. Не плюс 5, а плюс 2, а то и 0. О, петушок. Гребешок. ВЕ стрелки. Вот так вот, в общем.
Сейчас пойдем вот сюда. Океанариум. Красотища. Ловит. Замерз, бедный. Да, холодина капец там. Я представляю, стоять ловить рыбу. Ну все, вот сейчас до чайки мы дошли. Сейчас пообедаем. Пообедаем. Тут людей нету, да? Ага. Пусто. Пусто. Ну, как вам красота эта? Вот это фантастика. Красотища вот такая вот нарисовалась у нас тут. Фантастический закат с такими красивенными облаками. Чайка на пляже. Воздух 6, вода 12, что ли. Ничего себе. Обалдеть, блин, облака. Давно таких не было. Облачков красивенных. Да, фантастика. Блин, морозно. Ну, зима, да. Зима. Как ни крути, а. Зима. Все, сейчас идем пешком на набережную. Минут 20 нам идти не спеша так. Красотища вообще, блин. Просто нереальная. Красотища. И там тоже он облака красивенные. Сейчас поднимемся наверх. Что я типа ну это не стабилизатор, а такая у меня типа селфи палка на нее поставил, закрепил телефон, она что-то болтается, блин. Да, свеженько. Люди укутываются, капюшончики, шапочки, все дела. Да, вот и Новый год мчится к нам, приближается. Недавно только было лето, загорали все, купались, кайфовали. Лето, потом
Незаметно пролетела осень, и вот уже и зима, вот уже и Новый год. А сейчас тоже новогодние пролетят быстро. Не успеешь опомниться, уже и раз-раз, уже и весна. А там и лето. Время, да, летит. Так, ну что, вот мы поднялись сюда вот, наверх. Можно нам сейчас бы в тепленькую машину сесть, поехать. Зачем оно надо? Прогуляться надо, пройтись, подышать зимним морским лесным воздухом. Поел так плотно. Борщ с пампушками, салат там один с кальмарами. Вон тут они, конечно, засадили шикарно. И пальмочки, и пихточки, и сосанки, можжевельники, все. Холл гостиницы вон там. Тут еще, да, ремонтируется. Тут еще ремонт идет. О, красотища, облака. Да, таких не было облаков. Прям такие узоры. Красота. Таких облаков не было, со сколько я вот здесь уже. Таких облаков не было. Ну, были похожие, но прям таких нет. А сейчас вот дождь был вчера, сегодня. И в горах видно шапки гор. Некоторые шапки гор уже заснеженные. Снег уже на 1200. 1200 с копейками, и пошло. То есть на Петре уже, да, местами снежочек. Фу. Ветер, блин, с ветром холоднее еще. Завтра вот дождя не будет, и послезавтра. Но завтра холодина, блин. Хотел сегодня поехать прокатиться на велосипеде, так холодило, этот дождь был. А завтра, блин, холодно. Ну как, холодно, плюс, по-моему, на завтра плюс 5. Что включил фары свои. Так что как-то так. Вот такая красота. Красота, ляпота. Да, фантастик. Вот, и думаю завтра куда поехать.
по такому холоду. Ну, понятно, на Петре я не поеду. Холодно. Может быть, в Семис, когда позавчера ездил, может в Гурзуф прокатиться. Туда и назад. В общем, посмотрим. А может быть и нет, может быть куда-нибудь в лес. На Петре, кстати, тоже ездил по снегу, да, серебряной беседки. Да, главное тепло одеться. Перчатки теплые есть. Ботиночки, там носки теплые одевать. Куртка зимняя, там штаны, там подштанники, все дела. В принципе, да, можно куда-нибудь завтра сообразить. В общем, завтра будет завтра, да. Мы подумаем еще, куда нам ехать. Вот так идем мы гуляем. Сейчас доходим до Массандры, а потом с Массандры уже до центральной набережной. Не, облака просто класс. Ты шо, гляньте, какая красотища. Просто нереальная. Вон, гляньте, горы вон. На камеру может не так сейчас видно, а я вон вижу горы в снегу. Вон на этой, на самокате. Но не спеша едет, да. Не спеша, не спеша. А вот здесь тихо, ветра нету. Кстати, Массандровская набережная закрыта. Когда откроется, непонятно. Мне кажется, в январе, где-то в конце. Это не дешевый ролик. Дожди, конечно, в декабре прям зарядили. Октябрь был без дождей. Ноябрь практически тоже без дождей. Там уже в конце ноября, да, начались дожди. И вот декабрь. Да, через каждых 2-3 дня дожди на 2-3 дня. Еще, чтоб неделя сухая еще не было. Сухой недели. С конца ноября по сейчас. Ну, грубо говоря, уже, да, 2 недели. И вот я же говорю, через каждых 2-3 дня дождь. Причем то утром он идет, то вечером. По-разному. Интересно. Массандра Бич.
рабочие, что ли, идут с Массандры, поднимаются снизу. Да, вон горы. Сейчас увеличу. В снегу, да. Ничего себе. Снежочек, да, уже в горах. Так еще горы в снегу еще так не были. Это первый раз так. Наелся я. О, как наелся. Хорошечно, хорошечно. Люкс над морем здесь. Жилье у моря. О, на самокате девчонка полетела. Да, самокат в городе так. Если машину не брать, на самокат стал, в магазин там раз катнул. Магазин, на рынок там, куда угодно. Это если лень брать машину, ехать на машине. Или если нету машины, да, есть самокат. Не, у меня вот товарищ в Ялте, у него машина купешная, БХ, ну без разницы, в общем, какая машина. У него общая машина, и он летом, когда вот сезон, он на ней вообще не по городу никуда не ездит, никуда не выезжает. Как поставил на платную парковку, и все, она у него все лето стоит. Там раз в месяц или два там, может, куда-то выйдет там по всяким делам. И все. А так все лето передвигается по городу, по месту на велосипеде. Надо вот на рынок сходить или там съездить в магазин какой-то или в аптеку, или, в общем, куда-нибудь надо, он на велосипед и погнал. Говорит, потому что летом здесь просто нереально. Машина ездить, это геморрой такой, постоянные пробки, постоянные. Ругаешься с этими разными. Ух, красотища. Разные же есть водители, есть нормально, есть всякие
идиоты. Вот. И он говорит, не, говорит, летом на машине по Ялте это просто жесть. То пробки, говорит, то аварии, то, блин, что-то еще. Говорит, не, говорит, поставил, и она спокойно стоит. Куда мне надо, я на велосипед сел. Тын-тын-тын, и все. Это типа как в Сочи. То же самое, там же летом вообще там жесть. Чтоб с Сочи в Адлер доехать или с Адлера в Сочи там просто. Там ехать полчаса, а ты, блин, будешь ехать. А ты, блин, будешь ехать вместо полчаса, полтора, блин, часа. Потому что пробки. А если кто-то с кем-то столкнется, авария, то вообще будешь стоять 2 часа. Я вот осенью там был, зимой был, тоже несколько раз в эти пробки попадал. Как бы так себе, да. Стоишь тупо и все. Никуда. Ни влево, ни вправо. Вот так совываешься. Еле-еле потихоньку. Один раз. Облака просто класс. Ты шо, фантастика. Один раз с Адлера в Сочи мы час ехали. И это время вот так тянется, блин. Ты стоишь, блин, и понимаешь, что просто, ну никуда ты ни влево, ни вправо, ни назад не развернуться. Тупо вот стоишь и все, и за этой колонной тын-тын-тын-тын. По каждому метру два там совываешься. Это просто жесть. Уже и не рад, что поехал машиной. Там проще всего доезжать ласточкой либо туда, либо туда. А по городу уже, да, можно на машине. Но если ты поехал на ласточке, то это на такси только надо по городу ездить. Так что пробки в больших городах, да, это просто жесть. Ну, в туристических, когда город живет своей жизнью, местных все на машинах. И плюс еще увеличиваются машины, приезжают туристы, и эти машины увеличиваются в 2-3 раза. Так что да, ох, да, облака сегодня просто офигенные. Класс. Вот этот ты заехал, блин. Еще в кафе бы заехал. О, ветер, капец, холоднющий. Пусто, как это у них здесь на улице столики еще стоят. Кто сейчас захочет там сидеть? А ну пошлите, спустимся, посмотрим, что тут. А ну мы же отсюда все равно не увидим, что там. Набережная. Не увидишь. Красиво здесь, да. Блин, холодно, капец. С этим ветром. Да, вот +5, а как 0. Где-то вот 0. Вот так, да. Ощущается.
так вот. А ну сейчас вылечим, посмотрим, что там работает там вообще кто-то. Ничего не видно отсюда. Ну ладно. А не, я думаю, никого набережную еще не открыли. Рано еще. Когда они ее закрыли? В ноябре, в середине где-то. Завтра я поеду. Да, облака, блин. Красота, красота. Сейчас до набережной. Да и дойдем еще с набережной. Будут красивые кадры. Да, так Массандровская набережная. Так вот раз прошелся на Массандру, сюда потом. А те только одна набережная. Блин, холодно, надо одеть капюшон еще. О, так теплей. Ты-ты-ты-ты-ты. Вечерний город счастья. Ну, пойдем кофейка возьмем. Кофейка бахнем. Фу, облака, блин. Красота, красота. Елочка тоже. Там внутри тоже елочка. В Алушту надо поехать, пройтись, поснимать. Вечернюю Алушту поснимать. Да, ветер противнючий. Вот и дошли до набережной. Да, сейчас пройдемся до кафешечки. Ой, не кафешечки, кофейни, которая та не здесь первая, а та, которая вторая там.
Кофейка бахнем. Кофейка мы бахнем. Ох, облака какие. О, просто офигеть. Просто офигеть. Ты шо? Вот это облака, так облака. Сейчас зайдем отсюда, сдалека. О, малой в шлеме. На фоне елочки, конечно. Ты шо? Охренеть. Тут даже можно сделать фотографию. Вот такая красотища на набережной. Просто сегодня вечер фантастический. Зимний такой вот. Хо-хо-хо. Обалдеть. А там затянуто все. Обалдеть. Обалдеть. Да. Мало на лесопеде. В шлеме таком. Не знаю, шлем тут он такой тяжелый. И в нем жарко. Очень прям жарко. О. Фу. Что он сидит? Рыбку ловит. Холодно сидеть так на одном месте. Очень холодно. Ой. Ой, ой, ой. Фух. Jiggle band, jiggle bands, jiggle bands to you. Уточки. Как вам не холодно там? Им вообще там, хотя море плюс 12. А воздух плюс 5. Так что как-то так. Яхточки стоят, никто не хочет плавать. Рыбалка, морские прогулки, рыбалка. Какие сейчас могут быть прогулки? Ну, это если сидеть внутри, то может быть да. А так стоять или сидеть там, где все открыто и яхта это плывет, дубак вообще. Ну, может быть, когда плюс 15, может быть, еще как-нибудь, да. Но не сейчас явно. Но вот эти, которые ходят на газ, про экскурсионные,
Но там люди сидят все внутри. Ну, можно выйти, типа там сфотографироваться или там просто постоять на свежем воздухе, пока плывет. Но там люди сидят сейчас, да, все в закрытом помещении, в каюте, да. Так, пойдем сюда, низом. Да, сегодня облака, блин, просто шедевр такой. Природа нарисовала шедевр. Да, вот ветер дует и 5, а 0. Так, что у нас тут сидят в этих кабинках? В таких кабинках я сидел в Сочи на берегу, в Адлере на берегу. И в Розе Хутор возле кафешки там на улице тоже кабинку большую поставили. Одну, но там несколько столиков. По-моему, 4 столика в одной кабинке. А тут чисто вот 4 столика. Один большой стол. Плюс 12, а у них минус 5. Ну, для Москвы, да, это как бы тепло. Ух, ветруган какой. Капец, дует. А там сейчас, когда сейчас от набережной уйдем, там, конечно, между домами сейчас теплее и ветра такого же не будет. Это здесь на набережной холодина с этим ветром. Там по центральным улицам, по Московской, по Киевской идешь, там вообще шикарно. Ой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да. Погодка так погодка. О, вечерняя пробежка. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не, ну елка в этом году шикарная, да. Вот этот купол ей сделали. Так смотрится вообще шикарно. Без купола, да, ну елка и елка. А с вот этим вокруг куполом шикарно, шикарно, да. Ла-ла-ла, все фоткаются с елками.
Фоточка с елочкой обязательно. Так, ну что, будем завершать трансляцию сегодняшнюю. До новых встреч в горах, на трассе и на набережной.